На прошлой неделе состоялось очередное заседание городского совета. Началось оно с приятного и торжественного момента. В январе отметила свой юбилей депутат, председатель районного совета ветеранов Ольга Никифоровна Корякина. По поручению депутатского корпуса и от лица администрации района со знаменательной датой юбиляра поздравила исполняющая обязанности главы района Елена Чура. Далее народные избранники перешли к обсуждению рабочей повестки заседания и вынесли решение почти по десятку вопросов. Среди них внесение изменений в ряд нормативно-правовых актов поселения, безвозмездная передача муниципального имущества и некоторые другие. Кроме того, Совет принял отставку 2 своих членов. Заявление о сложении полномочий по собственному желанию подали Иван Ланской, 8-й избирательный округ, и Виталий Юртов, округ номер 19. Самым же обсуждаемым во время заседания стал вопрос о передаче в казну городского поселения Сосногорск путепроводного моста. Напомним, летом 2017 года в Совет городского поселения Сосногорск обратился собственник моста ОАО «РЖД» с предложением о передаче объекта в казну города. Депутаты согласовали намерение, поручив администрации муниципалитета организовать приемку моста с учетом всех требований законодательства. Несмотря на то, что железнодорожниками неоднократно направлялся в адрес администрации района договор дарения, техническая документация на автодорожный путепровод и расчет затрат на обслуживание до сих пор в адрес муниципалитета не поступили. Между тем, принятие в дар такого серьезного объекта, как мост над железнодорожными путями, означает прежде всего ответственность за его дальнейшее содержание и безопасную эксплуатацию. И все расходы, соответственно, лягут уже на бюджет города. Для того, чтобы сдвинуть решение вопроса с мертвой точки, муниципалитет сделал шаг навстречу. В этом году для оценки технического состояния моста создана комиссия по приемке, в состав которой вошли специалисты государственного учреждения республики Управдоркоми, ОАО «РЖД» и Управление капитального строительства города. 30 января 2020 года составлен акт комиссионного обследования автодорожного путепровода. При осмотре членами комиссии выявлен ряд дефектов, исправление которых в случае передачи автодорожного путепровода в казну будет осуществляться за счет бюджета городского поселения Сосногорск. От подписи акта представители ОАО «РЖД» отказались. Город не против принять сооружение на баланс, отметил докладчик, но только после того, как вторая сторона представит необходимые документы, подтверждающие, что мост не требует капитальных вложений. ОАО «РЖД» рекомендовано заключить договор с специализированной организацией, имеющей соответствующий допуск, для составления отчета о результатах обследования путепровода. Предоставить в администрацию муниципального района Сосногорск следующие документы. Отчет по обследованию мостового сооружения, паспорт мостового сооружения, исполнительную документацию на строительство, исполнительную документацию по ремонту. От представления данных документов ОАО «РЖД» отказалась со ссылкой на то, что данные документы будут предоставлены после подписания договора дарения. Решение комиссии о необходимости предъявления запрошенных документов до подписания договора дарения поддержано и Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми. Представитель железнодорожной компании и одновременно депутат городского совета Тимур Шалашнев парировал, что на сегодняшний день все документы ими представлены, а требование муниципалитета обратиться в независимую экспертную организацию неправомерно. Мы же, как Российские железные дороги, если будем обращаться по вашей просьбе к другой специализированной организации, это будет нецелевое использование денежных средств бюджета Российских железных дорог, имеющих свою специализированную сертифицированную организацию. И все документы, подписанные этим органом, они являются сегодня юридически основанным документом, подтвержденным лицензиями и сертификатами. Договорятся ли между собой стороны? Вопрос пока открыт. Мы будем следить за развитием событий. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Юные патриоты Сосногорска приняли участие в муниципальном этапе спортивно-патриотической игры «Победа». В течение 2 дней за первое место боролись учащиеся всех школ города. Сейчас равняясь. Мирно! Здравствуйте, спортсмены! Оль, разрешите объявить игру районную «Победа» в рамках игры «Республиканский орленок» открыт. В первый день на базе 5-й школы команды юношей и девушек состязались в выполнении нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание извиса на высокой перекладине, поднимание туловища из положения лежа, челночном беге и других дисциплинах.
Кто-то преуспел в одних упражнениях, кому-то легче дались другие нормативы. Однако на пути к победе важно было все. Но лучшими в этот день стали ученики 5-й школы. Второй соревновательный день прошел на базе кадетской школы. За звание лучшего стрелка ребята сразились на этапе «Огневой рубеж». Военно-прикладная эстафета состояла из 4 заданий с тестом на знание требований безопасности при обращении с оружием, а также тактика технических характеристик и принципов работы автомата АК-74М и пистолета Макарова. Юноши и девушки справились на отлично. Затем участники игры состязались в разборке-сборке автомата Калашникова. Снаряжении магазина патронами и стрельбе из пневматической винтовки. Здесь лучшими стали кадеты. Денис Игнатьев учится в 1-й Сосногорской школе. В подобной игре принимает участие уже не первый раз. Как поделился молодой человек, это огромный опыт, который в дальнейшем ему уж точно пригодится. Так как мы еще пойдем в армию служить, я должен уметь собирать, разбирать автомат, знать основные строевые команды и чтобы быть готовым к армии. Многие ребята впервые приняли участие в таком мероприятии, где были важны сосредоточенность, скорость рук, умение строго следовать правилам, а также сплоченность команды. Приятно удивили и девушки, которые, несмотря на все трудности, показали очень достойные результаты. Влада Гришаева, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорские боксеры получили новые возможности для оттачивания мастерства и проведения соревнований. На этой неделе в универсальный спортивный комплекс «Метеор» поступил новый ринг, который боксеры из нашего района и других муниципалитетов Республики Коми опробуют в деле уже через несколько дней. Обновление технической базы стало возможным благодаря поддержке компании «Лукойл», одним из обладателей грантов которой стала Сосногорская спортивная школа. В декабре месяце мы выиграли этот грант. И вот в январе-феврале у нас уже мы купили ринг, вот привезли его, сейчас вот ребята собирают его. И вот теперь у нас уже уровень нашего Кубка Тимана, мы как бы немножко уровень поднялся, потому что мы включили сюда и первенство Республики Коми среди юношей 6 и 7 года рождения. Стоит отметить, что первенство Республики Коми по боксу в Сосногорске будет проходить впервые. По словам спортсменов, им уже не терпится оценить возможности, которые открылись благодаря получению нового оборудования. Сейчас есть возможность проводить вот в этом прекрасном зале, в таком прекрасном новом ринге, который мы будем ежегодно теперь ставить, проводить такие же масштабные, сейчас на сегодняшний день у нас масштабные будут соревнования, это Республика Коми, вот, со всей республики. Ну и также единственный наш это республиканский турнир. Первые бои на новом ринге пройдут уже 5 марта. В этот день в универсальном спортивном комплексе «Метеор» стартуют сразу 2 крупных соревнования по боксу. Республиканский турнир «Кубок Тимана» и первенство Республики Коми среди юношей 2006-2007 годов рождения. Торжественное открытие состоится в 17 часов. Затем будут проведены предварительные бои. 6 марта состоятся полуфинальные поединки. Начало также в 17 часов. Победителей соревнований определят в субботу, 7 марта. Финальные бои начнут проводиться с 12 часов дня. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Ухте стартует уже 2-й республиканский курс интенсив медиакач. И мы со своей любимой студией 7 решили туда поехать. Я сегодня, к сожалению, чуть-чуть опаздываю, но сейчас буду успевать вместе с вами. Форум «Медиакач» связан с медиасферой. Фото, видео, тексты, дизайн и СММ – это основные специальности медиаструктуры. Каждый из участников может выбрать одно из 5 направлений, которое ему более интересно. Или наоборот, пойти туда, где он еще не пробовал свои силы. Курс интенсив под этим названием, потому что вообще все пошло из слогана «Качественно прокачаем». Вот это кач и я, и медиа, все слилось и получилось медиакач.
освещаем все мероприятия в этих форматах. Это видео, дизайн, фото, тексты, ведение социальных сетей. Это все, что мы можем дать и сами. Ну, то есть наши ребята в этом более разбираются, компетентны и так далее. Поэтому именно эти 5 направлений мы пытаемся задействовать и в курсе. В прошлом году курс проходил только среди студентов Ухты, но в этот раз он уже вышел на республиканский уровень. Участники были из многих городов Республики Коми. Из всех направлений я больше прилагала именно фото. Я еще думал над видео, дизайном, но это все как-то сложно, нужна какая-то аппаратура. А фото у меня есть своя камера, зеркалка простенькая, плюс телефон неплохо снимает. Вот поэтому я здесь. Форум проходил целых 3 дня в стенах бизнес-инкубатора УГТУ. Все это время участники посещали лекции и мастер-классы, каждый по своему направлению. Для подачи материала было приглашено большое количество спикеров и экспертов из разных уголков страны. Чем хороши СМИ студенческие и вообще в маленьких регионах? Уникальная возможность заявить про свой регион, про свою область и показать, что делается там. Школьное телевидение туда же относится. Многие эксперты делились своим личным опытом и давали советы в разных областях. Один из актуальных вопросов для медийщика – как раскрутить свою группу, если там 8,5 человек. Вам нужно попросить все 80 подписчиков, чтобы они рассказали о вашей группе и сделали репост. Для этого вы можете либо придумать конкурс, либо придумать какую-то мотивацию для них, которая им будет интересна. То есть, в любом случае, вам нужно бесплатно распространение информации о вашем сообществе. Либо вы можете подружиться с какими-то другими сообществами и обменяться, так сказать, ВПшечкой, взаимоприятностью. Во время проведения форума можно было представить свой медиапроект. Многие участники республиканских СМИ и школьных медиацентров рассказали о своей работе, в том числе и наша студия 7. Мы представляем вам наш ролик, который взяла программа «Вести Тимана». Вот, давайте посмотрим, а потом все расскажу подробнее. 3-дневный интенсив не по-детски прокачал все группы мозговых мышц слушателей. Что будет дальше, покажет время и практические результаты медийщиков. Ну а мы будем с нетерпением ждать «Медиакач 2021». Леона Куницкая, Вадим Пунигов, Игорь Арбузов, Александра Дмитриенко, Ухта, студия 7.